Дави Бастан только галит. 50 лет от эстрады. Сперва мы приехали на самую популярную заправку нашего города Туймада. И рядом, как вы знаете, есть автомойка, и через дорогу там тоже есть автомойка, самообслуживание от Туймады. По-моему, вот эту заправку обслуживает один и тот же человек, поэтому я думаю, что автоматы здесь, в этом пятачке, все одинаковые. Но все равно после этого мы поедем в Туймаду на Покровском тракте. А в Туймаде хорошо, что есть еще такие вот инструкции, потому что не все люди умеют прям вот пользоваться. Тут получается нарисовано расстояние, на которое надо, но рекомендуется держать пистолет. А то бывает вот у некоторых машин трещины на кузове, и когда слишком сильно вот пистолет преподносишь, либо машина может быть обклеена какими-то наклейками, то чтобы она все не отлетала, тут уже все написано, и претензий, допустим, вот уже автомойки не будет. И здесь вот написано оплата бонусной картой еще может быть. И что мне понравилось, тут написано, оказывается, стоимость мойки 1 минута 28 рублей. Будем сейчас ходить по другим мойкам и будем смотреть, есть ли там такая вот табличка или нету. То есть человек сразу знает, вот 28 рублей, и у меня будет 1 минута. Для эксперимента делаем так. Сперва в этот автомат мы закинем 100 рублей. И мой ассистент сразу нажимает одновременно воду и таймер. А в то время я буду зажимать пистолет, и мы посмотрим ровно, насколько хватит 100 рублей. Вот 100 рублей положили, таймер запущен, и пистолет начал работать. Тут показывает 3 минуты за 100 рублей. Canlar karangalallerin. Все, стоп. Вода закончилась. Посмотрим таймер. 3 минуты 35 секунд. Значит, в Туймаде можно помыть за 100 рублей 3,5 минуты. Вот Туймада, автомойка, самомойка. Мы только что были вот через дорогу. Ага. И там стояли тоже точно такие же вот эти аппараты. И смысла просто вот записывать здесь видео нету, потому что я думаю, в этом пятачке оборудование настроено именно так же, как и там. Но мы будем проверять именно точку самообслуживания Туймады на Покровском тракте, потому что, ну, кто знает, может в центре города другой тариф, а в окраине города может немножко не такой тариф. Поэтому будем все равно проверять. Сейчас мы поедем в другую автомойку. Автомойка называется Авторай. Тут вот вывеска «Мой сам». Это Бестужево-Марлинского. Адрес указателя нету. Там, по-моему, 48-й дом. Вот. Там рядом вот клуб Number One ночной. Вот Авторай. Вот эту автомойку рекомендовали таксисты. Говорят, тут ну, хорошо. И постоянно здесь моемся. Но мы будем все равно объективны. Мы всегда засунем туда 100 рублей. Включим таймер и посмотрим, насколько хватит вот этого нашего рубля.
Тут написано, вот тут написано, это уже хорошо, пылесос седан 50 рублей, джип 100 рублей. И вот тут стоит вот пылесос, видимо, Керхер какой-то. Ну, платишь, вот у тебя, если седан, ну, легковушка, 50 рублей платишь, и здесь можешь вот стоять и пылесосить. Вот тут 4 бокса. Вот мы положили сюда 100 рублей, тут написано вода, пена, воск, воздух. Вот 100 рублей закинули. Воздух, кстати, вот пистолет есть, вода. Все, пистолет в открытом положении. Все, нажимаю одновременно воду и таймер. Итак, время смотрим. 3:20. Ну, почти. 3:20. Там 10 минут, 10 секунд разницы. Это вообще ничего страшного, ничего нету. Ну, в общем, за 100 рублей мы заплатили. Мы помыли, то есть 3 минуты 20 секунд. И тут вот написано: в зоне мойки вытирать, сушить машину нельзя. Штраф 1000 рублей. То есть надо выйти и уже на улицу, короче, вытираться. Хотя я не заметил, тут оказывается вот трубка лежит, воздух написано, но пистолета нету. Интересно, работает, не работает, я не знаю. Но я не стал вот пользоваться, потому что... Хотя могу попробовать. Сейчас попробуем. Но чтобы проверить воздух, я хочу... Коснитесь экрана для оплаты. Ну, я типа коснулся, но она не работает. Я хочу проверить воздух. Но я наличными сюда положил 100 рублей, но почему-то у меня вот показывает 90 рублей. То есть, алло, а где мои 10 рублей? Ладно, хрен с ним. Сейчас мы попробуем воздух. Воздух работает, ребята, видишь? Воздуходувка работает, и это хорошо, это плюс. Пауза. Теперь пробуем воск. Нажми на воск. Воск, нажми воск. Кнопка воск, да. Вот пошел воск. А это воск? Это же ни хрена не воск. Я нажимаю кнопку воска, а тут идет просто вода. То есть они... Тут написано вода, воск. Все, пошла, по-моему. Или нет, или это... ну это воск, по-моему. Все, идет. Сначала идет воск, а потом уже вода. Ну, вроде воск есть, ага. Просто шла вода сперва, потому что на трассе все равно находится вода. Потому что тут один и тот же шланг для воска и воды, ну, как и у большинства у всех. И вроде воск пошел, но я не знаю, воск ли это на самом деле, нет, точно 100%. Давай нажми на воду. Воду нажми. Ну, полоснем, и все, на этом все. Едем на другую автомойку. Вот видите, как будто вот белый налет, это воск. Но это... Будем считать, что воск все-таки есть. Это окружное шоссе. Мы вот подъехали на автомойку Аусибоя. Здесь окружное шоссе вот один. Здесь тоже есть автомойка и плюс автосервис. И плюс этой мойки это то, что здесь можно мыть машину круглогодично. То есть зимой тоже можно помыть машину. И это огромный плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 боксов для автомойки, для самомойки. Аппарат здесь вот такой. Принимает только наличку и мелочь. Оплата картой нету. Здесь не написано, сколько стоит
минута мойки, зато написано: внимание, не задерживайтесь очередь, протирайте машину быстро. Мойка 20 минут. То есть на одного человека 20 минут, ну, чтобы очереди не было. А так, если людей нету, то можно, наверное, вот так вот стоять и просто не спеша мыть. Я вижу пылесос, и это уже хорошо. То есть можно машину и помыть, а потом пылесосить. Правда, тут написано: вода, пена, воск, мойка рук 4 рубля. Но мойка рук — это вот кран, вот и так работает. Пылесос, я не знаю, работает или нет. Но пылесос вот там стоит. Воздух, нету конечника. Но, видимо, пользоваться никто не пользуется. Вот что-то тут в мешке висит, но я не знаю, что это. Так, и стоп. Ну, пылесоса тут я не вижу. Но воздух вроде как бы есть, но нету наконечника. Тут пистолет должен быть специальный. Ну и ладно. Все, пробуем эту мойку. Так, у меня ассистент вот нажимает. Давай. Одновременно воду. И пошло. Время пошло. Я уже вижу, что 100 рублей это 100 секунд, что ли, получается. Да, реально кажется, 100 рублей это 100 секунд. Тут осталось всего-то больше минуты. А мы только начали, это прям вот я даже перематывать не буду. И никогда так часто не мыл свою машину, как сегодня. А можно я с тобой, а можно я с тобой. Итак, сколько осталось у нас? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Все. Сколько? 2 минуты 20 секунд. Ага, все зафиксировано. Это вот автомат другого бокса. Он тут видно то, что канал идет и разделяется вот на желтый шланг и на синий. То есть это вот воздух под давлением. Но здесь как бы, ну, есть кончик, ну, пистолет. Но она просто вот заржавела давно и вообще никак не работает. Ну, будем считать, что воздуха тут нету. Но она была когда-то, видимо, но сейчас на данный момент не работает. Это окружное шоссе, окружная дорога 96А. Ну, тут есть автосервис и сама, собственно, автомойка. Ну, там грузовик просто заслонил, видимо, вот там тоже моют. Вот аппарат стоит, я вижу 1, 2, 3, 4, 5 мест. И мы заехали сюда вот мыться. Это уже... Тут грузовая написано, но пока никого нету, грузовых мало. Вот, по-моему, написано пена и написано вода. Но они как-то странно стоят обычно вот с двух сторон. Ну ладно, суть не в этом, потому что шланг длинный, и она все равно будет дотягиваться. Сейчас мы сюда ложим, опять же, такой же аппарат, по-моему, как в предыдущем. Автомой профи, Аквамой профи. Ага, ну тут обдув нету, заклеено. Мне сказали, что тут воска тоже нету. Есть вода и пена. Карта не принимает. Ведется видеонаблюдение, так что так что надо аккуратно. Ладно, хорошо, все. Вставляем 100 рублей. И 100 рублей у нас превращается, видимо, также в 100 секунд. Сейчас соберем пистолет также вот в воду. Я держу. И ассистент запускает автомат. Давай, нажимай. И пошла минута. Ну, я вижу, тут раковина есть. Это уже хорошо.
Так, время остановлено по нулям, и у нас получается ровно 2 минуты. Это уже интересно, да. Потому что в некоторых вот 3:30, а тут на 1,5 минуты нас наебывает. Ладно, все, идем дальше. А это Вилюйский тракт. Вилюйский тракт, и автомойка называется Аквапро. Автомойка самообслуживания. Ну все, вот эту мойку сейчас будем проверять. Но смотрите, здесь сразу в глаза бросается огромный плюс. Это то, что вот ты, когда приезжаешь и стоишь на грязной машине, вот ребята, которые в салатовых жилетках, они смотрят и очередь, вот так вот составляют очередь. Они запоминают, какая машина за кем приехала, и вот так вот распределяют. И из-за этого нету никаких непоняток, ни ссор, ничего. Просто приехал, поставил машину, и ребята запомнили и говорят: ты будешь за ним. И когда твоя очередь подходит, они говорят: ты сюда заезжай, либо сюда заезжай. Вот это вот, ну, плюс. Еще вижу, что там есть пылесос. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Так, кастагают и пылесос стара. Угун шлангалах, пылесос, пауза. Он тариф горлота, так man на мелах bunьюлу полана. Мела шуганден, но тариф горлота. Вот он минханыр бuna нараха, эмет ух пулах. Бидди хакой, бидди хакунда декудук. Вот так вот. Инструкция тут есть, это уже хорошо. Опустите купюру, вода, пена, пауза, вода, воск. То есть, как пользоваться воском, все тут написано. Вода и воск тоже из одной магистрали. Ну, как и у всех, как и должно быть. Тут пена. И, собственно, вот свой, ну, автомат. Ведется видеонаблюдение, курить нельзя и мусор не оставлять. Есть раковина, также есть раковина снаружи, мы видели. Ну и начинаем. Так, сперва я вам скажу, мы были в нескольких уже автомойках, и там у них пена у всех. Что это такое, царапина, что ли? А, нет. Пена у всех такая белая. Белая пена, и поэтому я даже не стал включать функцию пена, я просто тупо сюда закидывал 100 рублей, и мы просто считали секунды. А сейчас здесь вот смотрящий автомойки, он уверяет то, что у них настоящая автопена розового цвета. Сейчас мы будем включать автопену, закинем 50 рублей для пены. Включим автопену, посмотрим, реально ли это розовая пена для авто. И также включим воск и посмотрим, реально пойдет ли воск или нет. Так, ну, сперва кажется, что пена белого цвета. Но когда вот так вот все заливаешь, вот видно то, что пена розоватая. И это уже говорит о том, что здесь пользуется именно автопеной, а не всякой вот этой байдой. Так что это успокаивает, это хорошо. Так, паузу нажми. А теперь попробуй, нажми. Так, сейчас, пускай стоит на паузе. Сейчас, подожди-ка. Теперь нажимай кнопку с надписью «Воск». Воск. Так, давай нажимай. Сейчас идет воск, воскование машины. Я только что брызнул машину воском. И тут такой запах, прям вот ингредиента, это говорит о том, что здесь реально пользуются воском. И пока это вот первая автомойка, где пользуется реально вот пена для мойки авто. И вот прям запах такой, стоит приятный, вот прям запах такой, как будто какого-то шампуня. Это значит, что здесь, в этой автомойке, вас не обманывают, и здесь реально пользуется автовоском. 3, 2, 1, все. Итак, время показывает 2:52. Ну, 3 минуты. Но это средний результат.
И это радует. Смотри, 2,52. 2,52 это 100 рублей. Вот такая вот мойка. Едем дальше. Это вот автомойка по уже Покровскому траку. Это Туймада. Но тут плюс есть место для грузовых авто. У каждого бокса стоит отдельный насос, стоит отдельный автомат и стоит отдельный такой бачок, канистра с этим мылом, с химией. И то, что здесь вот все розовое, это уже плюс. Не знаю почему, но на 50 лет там пена была белого цвета. Ага, ну она, видимо, ну как бы я просто как обыватель, я не знаю, что там залито, просто как обыватель, я думаю, что розовая пена это всегда дорого, а белая это можно что угодно можно туда залить. Сейчас мы увидим тарифы здесь, но здесь по-любому указан тариф, как и там, но за минуту, по-моему, 28 рублей. Но я сейчас думаю, ну сейчас проверим секундомером. Так, помимо того, что в этой мойке есть огромный грузовой ангар, так есть еще и пылесос. Вот, внесите монеты или жетоны. Ну, то есть тут получается только мелочь. И я как полагаю, она вообще работает, не работает. Ну вот проверим сейчас. Вот десятка. 10 рублей. И все. И все, меня наебали на 10 рублей. А нет. Она не работает. Ну, здесь она, ну, светилась бы, допустим, да, 0,0 по нулям, то она типа вот ждет оплату. А тут надписи нету, что не работает на пляже. Непонятно, сколько за эти деньги, сколько да, можно пылесосить. вот я потерял 10 рублей, получается. Вот так вот. Такое прям. Ну вот видно, что пена Да. такая розовая, Ну, это специально рабочая. автопена. И мы вспомнили, кстати, вот случай, мы с Павлом, и был такой случай, мы стоим, вот так же вот стоим, несколько вот кабинок, боксов, автомоек, именно автомойка Туймада, по 50 лет советской армии было. И вот, нет, автострада, ну вы поняли. И мы заезжаем в бокс, и слева розовая пена, вижу, справа розовая пена, и мы брызгаем пену, и у нас пена почему-то белого цвета. И жизненькая. Да, и какая-то жидкая, ну, сразу видно, что это не активная пена, нифига, и это... И как раз вот человек ходил, оператор, я к нему подхожу и спрашиваю, а почему у нас вот белая пена, это не автопена же? Он говорит: ребята, типа, еще с таким намеком, как будто вам повезло, вы попали именно в ту колонку, куда мы залили экспериментальную пену местного производства. Ну, он так по ушам нам наехал просто. Я такой: да, ну ладно, круто. Ну, этот местный парень, короче, он делает свою пену. Ну, это, ну, как бы, у него для этого должно быть как минимум какая-то химическая лаборатория, что ли, или какой-то производственный цех какой-то должен быть. Но он так сказал, и мы типа делали вид, что поверили. И, ну, этот эксперимент, как они сделали, ну, они просто, видимо, закончилось мыло и просто дешевую канистру какую-то поставили. И вот этот эксперимент, да, нам как-то, ну, как бы не зашел. На 50 лет автострады, вот где дорога аэропорта, до сих пор пены все белые, но не знаю, ладно, я не буду там гадать, я не буду обсирать, потому что я туда не заходил, я не смотрел вот эти канистры, я не знаю, может там реально автопена, которая именно вот белого цвета, и я именно в цвете придираюсь, как Барби тут сижу, но смотрите, ну розовая это розовая, ну видно, что, ну как бы человек уже, вопросов нет, да. А так белая эта пена, это уже как бы, ну, вопросы. Вот так вот. Вот такое просто вот мнение простого обычного обывателя. Так и машина хуже получилась по качеству. Ну да, как-то не она такая не прям активная была. У меня черная машина, поэтому, ну, как бы вот эти, видно, да, вот эта грязь, которая статистически вот прилипла, она таки, по-моему, осталась.
Ну, как мы и думали, здесь тоже тот же автомат, той же модели и те же таблицы. И тут тоже написана стоимость мойки 1 минута 28 рублей. Ну все, но зато мы все равно будем проверять. Закинем, как обычно, 100 рублей. Включаем таймер, секундомер и будем смотреть. Теперь нажимаем секундомер одновременно. Вода и секунда. Пошла. Все, запускай. Все, вода пошла. Ну здесь по-любому 3, вот там вот видно то, что 3.16, 3.15, но она как-то подлагивает, из-за этого секундомер все равно нужен. Простите меня, дети Африки, за то, что я трачу столько воды просто пустую. Простите меня, африканцы. Но это ради эксперимента, что делать? Осталось 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. И у нас показывает время 3:36. Ну, 3:35 вчера так и было. Так что Туймада, система у них настроена. Ну, мы все равно доказали, у них настроено все одинаково во всех точках. Едем дальше. Вот автомойка Туймады. Как раз выезжали, и рядом просто вот 100 метров и стоит еще одна мойка. Называется мойка. Вот. И заезжаем сюда. Да, мы как, да, реально выглядим как дебилы, потому что машина-то чистая, прям. Но это все делается ради вас, друзья. Закидываем туда 100 рублей и включаем секундомер. 100 рублей. Ага, оплата карта не принимается. Так, внесите оплату, та-да-да-да-да-да. Вода есть, шампунь и воск. Обещают у нас, еще воск обещают. Ну ладно, хорошо, проверим. Так, ну 100 рублей отображается как 100 рублей. Либо это 100 секунд. Все, включаем. Я держу автомат. Так, ну давай. Вода и секундомер. Запускаем. У меня третий ассистент. Ассистенты каждый раз меняются. Да, напор тут хороший. Но пена белая. Пена белого цвета. И это, ну, сами знаете, сами делайте выводы. 2, 1. Все. Блин. 3:20 я видел. Вот вода закончилась, 3:20. То есть за 100 рублей мы здесь получаем 3 минуты 20 секунд. Это хорошо. Это хороший результат, хороший показатель. Напор здесь просто зверский. Просто ребята, у которых есть наклейка и т.д. и т.п., то, ну, так, смотрите. Здесь у нас вот, мы хотели проверить воск, но воск, видимо, работает. Вот загорается кнопка. Вот 30 рублей закинем, чтобы проверить воск. Но тут такое дело. Здесь вот написано вода и воск обычно бывает, но вода, пена, а воск, ну, блин, ну обычно идет отсюда, но я не уверен. Здесь не указано. Я сейчас тоже закину 30 рублей, нажму воск, а там пойдет вода просто. Я думаю так. Но, смотрите, тут указано. Нет, предварительно необходимо сказать, вода защищена. Да, есть. Там написано. Там написано? Там написано. Ну вот здесь есть, вот как мы и думаем. Да, все. Не, ну по идее здесь тоже должен быть воск. Ну давайте проверим. Вот 30 рублей закинули. Нажимаем воск. Давай, нажимай просто. Держи и все. Сейчас пока идет вода, потому что на трассе есть остаток воды. Но должен пойти воск. У воска должен быть такой запах специфический, такой сладкий, вкусный запах, как у шампуня.
Но я что-то не вижу воска. На капот, прям на капот сделай. По-моему, воска нету, ребята. По-моему, нету воска. На капот, чтобы было видно. Короче, она стекает. Нету воска. Здесь 100% нету воска, просто идет вода. Нас наебали. Ну хорошо, что здесь есть вот такой аккуратный, чистый, прям вот нормальный пылесос. Шланги такие аккуратно висят. И здесь честно написано: минута 16 рублей. Вот это вот я понимаю. Пауза, пылесос, минута 16. Вот это круто. Я знаю, что, ну, сколько стоит минута, туда закидываешь 16 рублей и все. Щебень на земле тоже удобно, потому что обувь чистая. Ну да, обувь чистая, вот это плюс, вот это хороший плюс. Но единственный минус то, что воска нет и пена какая-то странная. Ну ладно, все, ныть не будем, проверили, едем дальше. А это вот улица Проспект, называется проспект Михаила Николаева. Ну, автодорожка, и там уже Покровский тракт, по-моему так. Ну, проспект Михаила Николаева. Вот здесь тоже есть самомойка. Блин, ну заезд, конечно, крутой. Здесь вот ребята с обвесами, будьте осторожны, потому что тут заезд реально крутой. Я сюда даже побоялся заезжать, потому что тут глубокая какая-то канава. Здесь было закрыто. Здесь тоже все типа достаточно так глубоко. Я решил заехать вот сюда. Я сюда заезжал, и вот эта пена, по-моему, от моей машины осталась. Вот видишь, такие коцки. Это вот следы от машин. И плюс здесь еще я покоцал, даже когда заезжал, чуть-чуть покоцал, потому что тут, ну, как бы угол такой. Да, серьезный. Так что, ну, как бы, хорошо, ладно. Смотрим автомат. Ну, из плюсов тут есть, по-моему, оплата картой. Нажмите кнопку плюс, минус или окей. Так, нажимаем, ну, окей. Или плюс. Сумма выходит, вот видишь. 70, 80, 90 и 100 рублей. Так, приложите карту. Карту приложил. Успешно. Все, 100 рублей. Давай. И пошла вода. Я должен заметить, что напор здесь тоже, ну, такой нормальный, средний напор, стандартный. Это хорошо. 3, 2, 1. Все. И добор. 2,50 бывали и похуже результаты. Ну, на 30 секунд меньше, чем. Да, ну на 30 секунд, да. Но вот будете знать, 2 секунды 50, 2 минуты 50 секунд. Хватило за 100 рублей в этой мойке. Надо заметить то, что тут есть такая, ну, огромная, ну, довольно такая яма, можно лодыжки просто проверить. Ну, это для нас не проблема, но люди разные бывают. Бывают люди там, да, с плохим зрением, там, девушки, допустим, на каблуках, и для них это, видимо, ну, это может какие-то неудобства, короче, создать. А так, в целом, ну, пена, ну, мойка работает. Все, нажимаем воск. И пошел воск. Ну, это похоже, да? Это да, это похоже, это воск. Вот видишь? На капот прям прыгает. Вот видите, как капли воды прям вот такие, ну, стекают. Воск. Вот показываем эффект воска. Вот сначала брызгаешь машину обычно пеной, и после смываешь водой всю эту грязь. После мойки брызгаешь воском, а потом воск, по идее, надо ополаскивать водой, и тогда эффект получается вот такой вот. Вода стекает просто,
И аккуратно просто вытираешь вот эти вот капли воды от машины, и у машины остается вот такое вот покрытие. И это хорошо, это хороший результат. Прям запах воска. И этот запах просто ни с чем не спутать. Я уже знаю теперь, как пахнет воск. И здесь, в этой мойке, воск реально существует. И это очень хороший показатель. Запах похож на этот мотуль мотоциклетный, который земляникой пахнет. Угу. Представляешь, что ли? Ладно, все, едем дальше. Тот же проспект Михаила Николаева, но по-моему, всю жизнь, я помню, она автодорожкой была, по-моему. Ну, когда переименовали, я не знаю. Михаила Николаева проспект. И вот здесь вот есть мойка H2O, мойка самообслуживания. Есть 3 бокса, заезд удобный, щебень. И будем проверять. Но тут я сразу вижу, пена белая. Не розовая, а белая пена. Но, видимо, какая-то мода пошла. Автопена, по-моему, все-таки есть белого цвета. Не у всех же в фейре. Вот. Автопена белого цвета. Заезжаем. Вот так вот выглядит автомойка. Тут все брендированное. Просьба не стучать ковриком по стене и батареям. Чтобы этот воду сливать, обычно стучишь. И, пожалуйста, не стучите. Соблюдайте чистоту. Во время нахождения помещения при переезжании с сушеным автомобилем не более 10 минут. Ну, очередь, короче, не занимай. Мой и все. Так, несите денежные средства, купюры там, ну, не указано, сколько стоит. 1 минута. Но Qualitec это такая же, по-моему, там и была. Да, предыдущая. Ну все, закидываем 100 рублей и смотрим. Но здесь вот оплата только наличными. Нету терминала для карты. Все, запускай. Раз, два, И пошла мойка. Так, я вижу пену. Это значит, что воск в этой мойке присутствует. Это значит, что в этой трассе был воск. Это хорошо. 3:20. 3:20. Ну, результат, да, хороший такой. 3 минуты 20 секунд. Это автомойка H2O. Едем дальше. Следующая мойка у нас находится прям внутри Прометея. Это вот знаменитый Прометей. Через шлагбаум тут заезжаешь. Ну, днем она открытая. И там впереди нам сказали, есть мойка. А мы заехали. Вот это вот прям вот гаражный комплекс Прометея. Мы сюда, нам говорили, что есть мойка и музей. Видимо. Ретро-техники. Ну, 9 этаж. Ну да, здесь, оказывается, все есть. И здесь вот такая вот красивая надпись написана. 9 май. Выходной начальника подпись поставил и пошел шашлыки жарить. Ну все, ладно, завтра заедем. Да, вот второй день Прометея. Наконец застали. 9 мая, выходной закончился. Выходного нет уже сегодня. 10. Ну вот 2 бокса. Мойка, аппарат и расценка услуги, пожалуйста, вот тут висит уже все. 1 минута 55. Пена 1 минута, ну, минута 28 стоит, да? Вот у Майде, а тут 55. Пена 1 минута 60, воск 65. Внимание, кнопка паузы срабатывает с задержкой 60 секунд. То есть кнопка паузы срабатывает с задержкой минута, и же секунда не работает. Да, ага, время идет. 1, все. Ну, 1,50. Да, 1:50. Не, ну, ребята, вы видели, Прометей это, конечно, жесть. Я понимаю, монополия монополией, но чтобы за 100 рублей минута 50, это просто охренеть. Это грабеж средь бела дня.
Ну ладно, я понимаю, человек хочет заработать, но жители, которые живут именно в районе Прометея, которые там моются, они говорят, мы несколько раз ему говорили, но, видимо, человеку просто по барабану. Ну, если сами вы туда ходите и моете машину за минуту 50-100 рублей, мажоры, что сказать? Не, ну это капец, конечно. А Прометей — это самое хреновое показатель, это Прометей. Это снова Вилюйский тракт. Мы были вчера вот Аквапро, а сегодня приехали вот соседний, мой сам. Еще дальше, вот в метрах где-то вот 300, вот там еще одна мойка есть. Вот сейчас будем вот эту мойку проверять. Ну тут интересно все сделано. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 боксов. Один для больших. И там еще 1, 2, 3, 4, 5 боксов, короче, отдельно стоят. Но, как я понял, у всех автоматы одинаковые. Значит, и время здесь выставлено у всех одинаковое. Так что сейчас будем проверять. Ну, и еще заметил, то, что сразу пена белого цвета. Ну, это уже ни о чем не говорит, но пена есть пена. Не будем придираться к цвету. Пена есть, но воск есть. Есть ли воск? Вот этот вопрос. Это еще одна грамотная автомойка. Почему так говорю? Потому что тут есть и воск, и специальная автопена. Мы видели, как она выглядит. Ну, там белая пена, но пена там получается вот такая вот активная пена. То есть, если вы покрыли машину дорогим как называется, жидкое стекло, либо керамика, все советуют мыть активной пеной. Я еще, у них спрашивал, а что такое активная пена? Ну вот, пожалуйста, вот активная пена. Она есть, оказывается, вот мойка мой сам. Ну, у всех есть, конечно, но тут вот прям вот мне показали, какая пена туда залита. И еще вот какой воск. То есть в этой автомойке я не могу сомневаться, что нажму кнопку воск, а там пойдет чистая вода. Но тут воск все есть. Также они продают вот эти вот оборудование специальное для автомоек. Вот, если кто надумает открыть автомойку, то можете сюда подойти, там собрать. Она, по-моему, она универсальная, можно всякие вот эти вот монетоприемники и т.д. и т.п. все собрать и открыть у себя в Улусе, допустим, вот автомойку. Ну и смотрите, в этой автомойке есть то, чего нету. Я еще, по крайней мере, чего я не видел ни в одной автомойке. Здесь вот на улице стоит только автомат. Называется удаление неприятных запахов. То есть у вас есть, если накуренный автомобиль, либо если вы купили какой-нибудь, не знаю, автомобиль у курящего человека, и там какой-то запах, вот этот вот все осталось, от табака, алкоголя, бензина, еды, пота даже и сырости, то можно просто вот сюда закинуть минимальная стоимость услуги 300 рублей седан, 600 рублей джип. Ну 300 рублей закинули, вот этот шланг поставили в машину, и идет, отсюда идет сухой туман. Сухой туман окутывает весь салон автомобиля, и после этого ваш автомобиль просто будет, у него будет аромат, как у нового автомобиля просто. Ну вот такого я в Якутске, да, не встречал ни в одной автомойке. И там еще есть пылесосы. Так, я засниму сейчас пылесос. Так, пылесос есть, и еще есть вот такой пистолет для подкачки колеса. И есть вот такой пистолет для продувки всяких вот этих частей, куда собирается пыль. Допустим, если туда вот пылесос не влезает, вот можете просто продуть. Так, купюра принимает 5 и 10 рублевые монеты. Ну, вроде все работает, все светится. Я не боюсь, если туда я сейчас закину 10 рублей, и она у меня просто пропадет, как предыдущие заправки. Вот такой вот пылесос. Ну, удобно, что сказать. Сейчас мы будем проверять именно саму мойку. Так, 100 рублей тут отображается, и все, запускай в воду и... Да. Ох, какой напор. 5, 4, 3, 2, 1. Все. 2,50. 2,50. Ну, те же 30 секунд меньше, как на предыдущей
мойки. Мгм. Сенсорный экран будем показывать? Ну вот тут интересный момент. Не работает. Ну, обычно стоят вот тут вентиля, ну, краны. Бесплатной водой. Но а тут здесь вода для рук, платная видимо, вода. видимо, она, да, платная. А здесь, оказывается, вот краны вот бесплатные есть. А то мы думали, что все краны, они там платные. То нет, мы ошиблись. Просто ими никто не пользуется. Просто идея была из-за того, что на автомате была кнопка «Есть вода для рук». Из-за этого вот они все грамотно подключили. Ну и при желании можно просто вот выйти, и здесь вот бесплатная вода. Кстати, вот удобно. Вот нажимаешь ногой, и вода пошла. Все-таки он все. Да, отпускаешь, и воды нет. Вот видишь, как круто сделано. Но это хорошо, это плюс. Какая-никакая, ну, она есть. И вот такую спидальку, кстати, в Якутске тоже нигде не видел. Тут еще одна особенность этой мойки. Здесь есть туалет. Но хорошо, что есть туалет, это удобство на самом деле, потому что ты не можешь подойти просто вот незнакомым людям и спросить, типа, можно мне пройти в ваш туалет? А тут есть туалет, но он платный. И тут еще индикатор даже вот занято, свободно горит. Но это тоже хорошо, это тоже удобно. Вот заплатил 20 монет туда и сходил, и сделал свое дело. Все-таки бесплатная вода есть. Бесплатная вода есть, это хорошо. И туалет есть, и все, ну как бы все удобства и все капризы. Вплоть до сухого тумана. Неплохие, но они без И уклона, еще вот, кстати. когда я снимал вот эту внутреннюю часть, хозяин вот этого заведения, видимо, он вышел и говорит, если ты будешь меня рекламировать, то я тебе сухой туман подарю бесплатно. Мы же не подкупные, мы просто по факту делаем обзор. Я ему объяснил, мы уже все засняли, я уже рассказал, я уже сказал, что у тебя есть сухой туман, и не надо меня... Типа, ну, мне не надо вот это, ну, Да-да, просто, да, рекламировать. Если будешь рекламировать, я тебе бесплатно сухой туман сделаю, говорит. Ну, спасибо, не надо. Если мне надо будет, я знаю, что у тебя есть сухой туман, я приеду, заплачу, буду пользоваться. И, ну, кстати, да, это плюс, то, что туман есть. Долой хорошо. коррупцию. И это Любого типа, это просто вот на улице стоит такой автомат удобный, и пришел и сделал туман, и ушел. Вот, теперь к еще одной мойке. Вот 3 мойки больших вот именно на этой дороге. Мойка самообслуживания. Да. Фред, надо было успеть, я подарю тебе туман. Ну, тут я уже вижу, что есть пылесос. А как сюда заезжают, как выезжают, хер знает. Кто-то мордой стоит, кто-то жопой. А тут, кстати, светофоры задуманы, но они не работают, смотри. Но они работали, я недавно видел их. Тут они работали. Прикольно, да? Так, ну это еще одна мойка самообслуживания по Вилюйскому тракту. Тут, кстати, вот красиво все придумано, красиво все было сделано. Здесь иногда, ну осенью я видел, они загораются вот эти светофоры. Красное, зеленое. Но зеленое это типа заезжай свободно, а красное это типа занято. Вот. Ну, сделано все довольно удобно. Вот там пылесос есть, вот здесь пылесос есть. И сейчас будем проверять, собственно, саму мойку. Вот есть крепежки для ковриков. И там еще вот скамейки. Ну, вроде все удобно, все сделано. Заезжай домой. Сейчас мы будем именно сам таймер смотреть. Так, я заметил, что еще здесь вот есть кофе-зона. То есть можешь зайти, там подождать. Есть также туалет указано. Режим работы с 9 до 10. А это кофе-зона и туалет. Ну, тут есть вот такое вот удобное помещение, чтобы люди не ждали осенью, допустим, когда прохладно. Можно зайти сюда, пить кофе, правда, по-моему, автомат не работает. Ну, идея сама, вот, видите, вот кофе, здесь можно посидеть, и туалет есть. Ну, туалет платный, тоже 20 рублей. Сюда закидываешь деньги, и добро пожаловать.
Вот такая вот помещение. Ну, удобно. Что сказать. Яма не, ты сам ногами не попадаешь, и уклончик есть, а вот на предыдущий пол ровный. Вода собирает. Так, ну тут есть воздух, но она работает. Я только что вот так надавил, но воздух, вся давление все уже вышло. Да, она работает, воздух есть. Это продуваешь вот эти вот замки, вот эти вот места, где скапливается вода. Продуваешь и все. Пылесос 100 рублей 7 минут. И там на улице тоже. А? Как воздух включить? Это, видимо, вот с автомата тоже включается. Ага. Воздух, пауза. Ну и пена есть. Ну и, собственно, своя вода. Сухой туман в ассортименте. Это, видимо, надо куда-то обратиться, Можно чтобы... карту приложить. Вроде бы. Приложите банковскую карту, но она Вроде бы работает, вот написано ВТБ. Альфа, ВТБ. Нет, это, по-моему, Онлайн-банк. да, онлайн-банк. И тут есть вот такие вот кранчики. Ну все, проверяем. Не, ну тут карта не работает, она вообще. Карта не принимает, только наличка. Все, давай. Раз, два, Тупо стою. Тупо стою и мою. 5, 4, 3, 2. Все. 3,9. 3 минуты 9 секунд. Это вот Хатын-Нюрякское шоссе. Есть тоже автомойка, самообслуживание. Тут, правда, немножко непонятно. Легковые, грузовые. И в чем, собственно, разница, если они просто вот повесили там штангу, чтобы грузовые туда не заезжали. Но люди, видимо, просто вот им наплевать, просто вот заезжают, где грузовые, и все, и моют. А там еще есть, по-моему, два бокса дополнительных, чтобы мыть машину. Есть также пылесос, тоже работает, потому что там огоньки горят, и сюда закидываешь мелочь, и вот, ну, такой удобный, прям вот длинные трубки, и можешь просто тут стоять и пылесосить. Ну, в этой автомойке немножко непонятно и бардачно, потому что тут грузовые написано, только что выехала легковая машина. И я, как, допустим, вот порядочный человек, приехал, сюда встал, и я не буду сюда заезжать. Но некоторые заезжают, из-за этого немножко какая-то непонятка. Тут не хватает человека, как в Илюйском тракте, который вот распределяет и помогает, типа, вот сюда заезжай, сюда можно, а сюда нельзя. Вот такого нету человека. Вот. Ну, пена тут тоже вот такая вот автомобильная. Прям видно, что автомобильная. Но она белая, не розовая, но она прям вот густая. Вот видно, как она пенится. Ну, активная пена. Считай. Так, вот смотрите. Сейчас мы узнали, в чем разница. Потому что пост номер 1, номер 2 легковое авто за минуты 30, а за минуту там 45, на 15 рублей, короче, дороже. Это вот третий и четвертый бокс, там цена дороже. Вот указано. Если ты мажор, то можешь, конечно, сюда заезжать. Вот поэтому, ну, хорошо, что мы сюда встали, да, получается? Так, ну, 100 рублей закинули. Вот сверху рубли показывает 100. И снизу будут показывать минуты и секунды. Ну, там 100. Да. Очень удобно, и минуты, и секунды. Ну, давай, запускай. Пять, 4, 3, 2, 1. Все. 3:20. Ну, 3:20, ага. 3 минуты 20 секунд стоит у этого аппарата. Так,
Это у нас Хатынь-Нурякское шоссе. Но мы тут проверили, воск есть. Ну вот видно, что она восканутая уже. Пена есть, вода есть. Ну все, едем дальше. Улица Курнатовского. Ну это на сегодня последняя мойка. Мойка самообслуживания. Тут 3 бокса. И стоит вот такой терминал. Ну пока карта не работает. Здесь только наличка. Ну вода, пена, воска нету. Воска здесь нету. И сейчас запустим. Особенность этой мойки, это получается вот халявная вода. Мы еще пока ничего не заплатили. Но вода идет. То есть можно чуть-чуть вот так вот смочить, как бы пылинки убрать и все. Ну, халявная вода. Это вот какой-то первый бокс. Полгорода приедет. Чуть-чуть халявная вода. Пошла. Ну, если честно, напор такой. Просто вот легко держу. Напор такой, ну, слабовато. 3, 2, 3,20. Да, 3,22. Ну, 3,20 это норма. Ну и так, мы посетили практически все самомойки города Якутска. Их было, ну, порядка штук 15. Вы сами все посмотрели. Я думал, что видео будет короткое, но тем, кто досмотрел до этого момента, вам огромное спасибо. Ну и хочу просто сделать выводы и выделить топ-3 автомоек города Якутска. На 3-м месте у нас получается вот мойка Туймада. Мы делали критерии по времени, по качеству пены, воска, оплаты карты, потому что не у всех наличка сейчас, и пылесоса. Но здесь оплата карты есть, пылесос есть, но здесь единственный минус — это нету воска. Но зато по времени Туймада лидер. За 100 рублей вам дают 3 минуты 35 секунд. Это самое топовое время. Это во-первых. Во-вторых, здесь есть бонусная система карт. И еще Туймада располагается, здесь находится и здесь, и на той стороне автотрассы, и еще находится на Покровском тракте. Вот поэтому достойное 3-е место автомойка Туймада. 2-е место забирает автомойка Мой Сам, тоже по Вилюйскому тракту. За 100 рублей вам дается 2 минуты 50 секунд, но это ближе к стандарту. Зато дается качественный воск. Мы сами все посмотрели. Оплата картой здесь нету, но зато есть пылесос, даже сухой туман и подкачка колеса. Все здесь есть, поэтому достойное 2-е место дается автомойке Мой Сам. И, наконец, 1-е достойное место вперед заслуживает автомойка Аквапро по Вилюйскому тракту. Вы все уже сами посмотрели, сами все увидели. Здесь есть качественная пена, качественный воск, который прям вот дает ароматом хорошим. И оплата картой, пылесос, все удобства, все тут есть. И самая главная фишка, здесь есть люди, которые распределяют очередь. То есть ты подъезжаешь и не стоишь там и не знаешь, допустим, бывает, за кем ты стоишь, когда ты заезжаешь. А здесь специальные люди, которые распределяют очередь и указывают тебе, когда заезжать, а когда выезжать. В общем, 1-е место. Тем, кто смотрел, спасибо. Поставьте лайк, подписку. Увидимся.